Достоверно известно, что во многих странах мира наблюдаются резкие сокращения рождаемости или абсолютного населения. Проблема общемировая и с каждым годом становится все острее и для развитых стран, и в контексте глобального сообщества, и среди малочисленных народностей, стремящихся к повышению рождаемости. В некоторых государствах ради стимуляции рождаемости и преодоления или хотя бы замедления демографического спада принимаются законопроекты о запрете проведения абортов. К немногочисленным странам, в которых аборты запрещены при любых обстоятельствах, относится и Абхазия. Исключение составляют случаи внутриутробной смерти плода. Прежде всего мы говорим о сохранении жизни. Потому что мы сразу с отрицательной стороны мы привыкаем, что законы, они нам запрещают делать то-то и то-то. Здесь прежде всего, как я понимаю, речь шла о комплексе. Законодательная инициатива предполагала комплекс помощи семье и сохранения жизни матери и ребенка. Наше отношение к закону какое? Мы понимаем, что человека, конечно, от преступлений просто с законом... У закона есть непосредственная функция. Первая из них – обличить преступление. Понятно, что этот закон не заставит людей лучше жить, больше рожать и так далее, и так далее. Но обличать преступление, которое называется убийством ребенка, тем более беззащитного, это прежде всего. Остановить это уже задача всего общества. Законопроект о запрете абортов под угрозой уголовного преследования был принят парламентом в 2015 году. Основной аргумент сторонников данной меры – демографический кризис, малочисленность населения нашей страны. Абхазия – единственное на постсоветском пространстве государство, в котором действует подобный запрет. Задача близких, родных вовремя остановить это безумие, которое, может быть, под тем или иным влиянием пришло в голову молодой семье. Вы мне поверьте, более 90%, если в процентном отношении брать, всякие социальные бредни. Нечем кормить, не во что одеть, некуда сходить, государство не смотрит. Послушайте, вы посмотрите на страны, которые... благополучные и неблагополучные. Благополучные страны вымирают. Неужели этого никто не видит? Благополучные страны вымирают именно потому, что в них превалирует эгоцентризм. Мы должны ставить в пример заботу, прежде всего, о матери и ребенке. На каком угодно уровне, социальном, государственном, законодательном, это должно быть прежде всего, самым важным. Если этого нет, это ни в коей мере не позволяет нам поднимать руку на беззащитное существо. С принятия закона прошло более 7 лет, но дискуссии в обществе не утихают до сих пор. Многие эксперты, правозащитники и медики выступили против полного запрета абортов еще в 2015 году и по сей день продолжают настаивать на необходимости внести в действующий закон поправки, разрешающие прерывание беременности на ранних сроках по медицинским показаниям. В 90 с лишних процентов случаев это попытка манипулировать человеческим сознанием. Я очень часто слышу в Абхазии о подобного рода выборе. Но я еще ни разу не видел, чтобы какой-то врач, у нас же есть специализированные заведения, роддомы, женские консультации и так далее, засвидетельствовал бы от своего лица, что у нас с момента принятия этого закона ведь не 1, не 2, не 3 года прошло, что у нас погибли люди. За жизнь ребенка и матери нужно бороться до самого конца. То есть нужно ставить вопрос перед врачами, все ли сделано. Мы же что делаем? Мы ведь не довольствуемся тем, что слышим от наших врачей. Мы куда-то выезжаем. Просто нужно четко различать социальные, экономические и медицинские показания. Если мы твердо эту границу четкую проведем, то окажется, что не так уж все и страшно, как это кажется. Противники закона говорят об его опасности для женщин, об увеличении числа подпольных абортов, о данных мировой статистики и о подобном опыте других стран. Мы считаем, что нужно внести поправки в этот закон, потому что бывают такие ситуации, когда женщина беременная вдруг тяжело заболевает, и если не сделать аборт, то она может просто умереть. А бывает также патология у плода, то есть плод, когда УЗИ делают, обнаруживают, что у плода какие-то очень серьезные проблемы. Мы предлагали, что по медицинским и социальным показаниям только можно было бы делать аборты. Так мы
конечно, не сторонницы абортов. Ничего хорошего мы из этого не вынесли. Ничего хорошего мы из этого не вынесли. Доктора предупреждали, медики предупреждали, гинекологи, педиатры. Но, к сожалению, тут возобладало, как говорится, мнение такого больше религиозного плана, которая не учитывала именно системность этой проблемы. Был сделан упор на один из элементов, который не учитывал всего остального вместе. В итоге мы к ничему не пришли. Рождение, маленький возраст, ребенок в садик ходит, ребенок в школу ходит, он учится и так далее. Если инвалид, то-то, 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 социальные пособия, социальные гарантии. То есть весь спектр человеческой жизни от рождения, зачатия, рождения до его трудоспособного возраста, вот мы должны в таком аспекте, в такой ширине рассматривать. Не только то, что касается разрешения или запрета на абортов. Системность проблемы демографии, по мнению Азамата Хиба, не решается однозначным методом запрета абортов. В данном случае, как считает специалист, принятый закон может принести больше проблем, нежели предполагалось. Нам нужно смотреть на мировой опыт, на нашу статистику, на, в конце концов, здоровье женщины, на то, что ребенка больного должны социализировать хорошо. Перед тем, как запретить аборты, мы должны выстроить полный спектр социальной защиты больного ребенка и матери и семьи. У нас был случай материнской смертности, когда не разрешали все несовместимости, получалось, мать умерла. Во-первых, это материнская смертность увеличение. Во-вторых, это инвалидизация. Да, ребенок инвалид, твой родной, любимый, хороший, но у тебя нет спектра возможностей оказания поддержки и помощи. Нельзя, по мнению Азамата Хиба, забывать и об ужасающих случаях болезней плода, несовместимых с жизнью. При подобных осложнениях женщине приходится вынашивать ребенка, зная, что он, вероятнее всего, не выживет. Данные ВОЗ утверждают опасность подобных явлений для ментального и психологического здоровья женщины. Допустим, это хромосомная аномалия. Вот есть болезнь Дауна, она более-менее, ребенок рождается, хотя и тоже с проблемами. Есть гораздо более серьезно операция. Синдром Патау, синдром Эдвардса. Есть недоразвитие легких. Любой аборт – это трагедия. Государство эту трагедию уменьшить. Эту трагедию уменьшить как в отношении одной семьи, так и в отношении общества в целом. Если эта трагедия, оно есть неизбежный исход, давайте не будем мать дергать, давайте не будем навешивать на нее ярлыки. О последствиях введения запрета на аборты, по словам Азамата Хиба, также необходимо говорить. Рождаются больные. Это потом получается смертность в раннем возрасте у детей. Материнской смертности ни в коем случае нельзя допускать. Сфера акушерства и гинекологии, материнская смертность, это самое ужасное. Понимаете, люди отсюда выезжают абортироваться в Сочи, в Грузию. То есть они просто уезжают в другое место. Проблема как пока не решена. Поднять численность населения подобными методами – это абсолютно бесполезно. 80% решения этой проблемы – это создание нормальных социально-экономических условий для семьи. В ходе многочисленных круглых столов и дискуссий специалисты и общественники не раз говорили о том, что есть факты подпольных абортов, что стало причиной бесплодия нескольких женщин. Также есть случаи, когда отказ врачей прервать беременность приводил к смерти матери. Есть и истории, косвенно связанные с запретом на проведение абортов. Например, в феврале 2019 года женщина родила и бросила ребенка в туалете Сухумского рынка. Младенец умер, а вскрытие показало, что он родился доношенным и здоровым. Подобные случаи не получают громкой огласки по ряду причин. Во-первых, это медицинские показания. Просто понятно, то есть эта стратегия выработана уже десятилетиями, тут не нужно ничего думать. Медицинские показания со стороны матери, со стороны плода. Если есть конфликт между жизнью матери и плода, естественно, выбирается жизнь матери, потому что, наверное, у нее другие дети тоже есть. Одна из главных причин введения запрета абортов – демографическая проблема. Но данные статистики рождаемости с 2015 года упорно стремятся вниз. Корреляция запрета абортов и рождаемости вызывает сомнения у большинства экспертов. За комментариями по данному вопросу мы обратились в Государственный комитет по статистике. Я могу некоторые цифры озвучить. Скажем, данные, если вы хотите за базу 2015 год, родившихся было 1927 и умерших 1467. То есть вот такая разница. Но уже на тот период, наверное, где-то 200-300 родившихся детей, они не попали в статистику. Теперь, если мы будем четко смотреть динамику, в 2016 году родившихся 1768, в 2017 1711, 1430, 1271, 1295, 1110 и 997.
родившийся по Абхазии. Статистика рождаемости по республике не отражает полную картину. Часть населения выезжает на роды за пределы страны, преимущественно в Россию. И несмотря на необходимость зарегистрировать рождение ребенка в местном ЗАГСе, по словам Камы Гоги, делают это далеко не все. Дело в том, что после 2012 года, когда оказалась такая возможность, получая гражданство Российской Федерации, выехать и получить материнский капитал, вот этот процесс очень сильно тоже влияет на снижение показателя рождаемости, официального показателя статистического. Дело в том, что многие, выезжая за пределы Абхазии, свидетельство о рождении получают за пределами, а вот приезжая в Абхазию, свидетельства о рождении они не все оформляют. Практически основная масса приходят в органы ЗАГСа, когда им нужно или в школу пойти, или в садик пойти. Существуют проблемы, скажем, с Гальским районом. Если раньше свидетельства о рождении они получали на территории Республики Абхазия, то в нынешнее время практически в Гальском районе, исходя из того, что гальцы все едут или в Зугдиди, лежащие регионы, будем так говорить, они практически не имеют свидетельства о рождении гражданина Республики Абхазия. То есть эта часть населения, рожденная, тоже выпадает из нашей статистики. В вопросах столь важных, как демографическая политика, права граждан, их безопасность и здоровье, по мнению общественности, необходима кропотливая законодательная работа. В парламент республики неоднократно обращались представители общественности с запросом на внесение правок в действующий закон. За ответом на данный вопрос мы обратились к депутату Инару Сацба. В парламенте в рамках рабочих собраний этот вопрос неоднократно поднимался. Депутаты, мои уважаемые коллеги, они, конечно же, дают себе отчет о том, что те правки, которые были внесены еще в 2015 и, соответственно, в 2016 году, они фактически потенциально наносят вред здоровью и несут угрозу жизни нашим гражданам, так как государство в равной степени должно защищать как жизнь матери, так и жизнь неродившегося ребенка. А что если неродившийся ребенок фактически несет угрозу для жизни матери? И, соответственно, это абсолютно неправильная дилемма, которая не должна была возникать в нашем обществе. Считаю, что, в принципе, и коллеги, и общество готово к тому, чтобы мы начали рассматривать внесение правок. Мы можем обратиться к статистике, если у кого-то есть сомнения на этот счет. И статистика дает очень точно понять, что не произошло никакого демографического взрыва. Да, несмотря на множество факторов, несомненно, мы должны учитывать все составляющие. Но взрыва не произошло. Лично я считаю, что правки необходимы, в первую очередь правки по медицинским показаниям. По словам Инара Сацба, для начала обсуждения данной темы в парламенте необходим системный подход к принятым мерам, консолидированная работа с экспертным сообществом и детальное изучение вопроса. В целом, при принятии любого вопроса мы, конечно же, обращаемся к людям из соответствующих сфер. И тут очень важен момент инициативы. То есть она, несомненно, должна исходить и от нас в том числе. То, что касается дополнительных обсуждений, на мой взгляд, об этом сказано уже достаточно. И необходимо принимать во внимание все эти факторы и брать в работу. Мы, несомненно, надеемся, что просьбы граждан и здравый смысл все-таки возобладают, и мы начнем вносить соответствующие правки. В сложной и неоднозначной теме запрета абортов жизненно важно учитывать множество различных факторов, мнение экспертного сообщества, слышать и внимать глазу общественности. Однозначного мнения не существует и существовать не может. Аборт – трагедия в жизни каждой женщины, и, как множество раз отмечалось ранее, главная цель – сохранение ее жизни, ее психического и физического здоровья. Проблемы демографии, безусловно, страшны любому обществу, но вопрос остается открытым. Можно ли поднимать рождаемость любой ценой? Рада Чачава, Михаил Братухин, Рамо Камке, Нарсот Сулукия, Абхазское телевидение.